Здравствуйте, дорогие друзья! Салимет Дерми. В сегодняшнем уроке мы поговорим с вами о повелительном наклонении, или, как его называют, бойрок рай. Повелительное наклонение – это форма глагола, которая позволяет нам выразить приказ, просьбу. Повелительное наклонение, как и многие другие племена, вы уже, наверное, обратили внимание, образуется с помощью определенного рода окончаний, которые присущи к тем или иным личным местоимениям. Также давайте поговорим о личных местоимениях и их окончаниях в повелительном наклонении. Итак, как вы знаете, вся работа идет через основу глагола. Да? Основа глагола – это то, что остается, когда сбрасываем букву «у», показатель основы. Допустим, «оку», «жазу», «келю», «бару». Основа остается, допустим, келю – это кель, жазу – жаз, бару – бар и так далее. К чему я это все говорю, что повелительное наклонение образуется так. Первое лицо – мен. Мы к основе глагола присоединяем вот эти окончания. Если основа глагола заканчивается на согласную, то прежде чем присоединять показатели повелительного наклонения, мы должны присоединить сначала либо букву А, либо букву Е, потом присоединяем вот эти окончания. То есть, повторяю, основа глагола, если она заканчивается на согласную, присоединяем сначала букву А, Е к основе глагола, а потом окончание ян, ян. Далее, сен. Здесь повелительное наклонение для второго лица единственного числа, то есть до слова «ты», «сен», образуется просто. Мы просто пишем основу глагола. Например, «приходить» — это «келю». Если мы хотим сказать «приходи, ты», мы просто говорим «кель». Если мы хотим сказать «уходи», «уходить» — это «кету», мы просто говорим «кет». Если мы хотим сказать «послушай», «слушать» — это «тендау». Послушай, танда. То есть повелительное наклонение для второго лица образуется очень просто. Мы просто говорим основу глагола. И все. Далее, второе лицо множественное число. Сендер. Вы, наверное, уже знаете, что такое сендер. Я неоднократно об этом говорил. Сендер — это несколько человек, с каждым из которых вы на «ты». И сендер означает «вы», но это означает обращение к нескольким лицам, каждому из которых вы обращаетесь на «ты». Сендер. Так вот, повелительное наклонение сендер образуется основа глагола. Также, если основа заканчивается на согласную букву, мы присоединяем гласную «ы» или «э», и потом присоединяем окончание «андар» или «андер». Повторяю, «андар» или «андер». Третье лицо. «Ол». Мы знаем, что в казахском языке нет категории рода. «Ол» переводится «он» или «она». И также множественное число «олар». Почему я их вместе указал? Потому что повелительное наклонение для третьего лица как единственного, так и множественного числа образуется одним способом. То есть третье лицо «ол» или «олар» – основа глагола, и к основе глагола мы присоединяем окончание «сын» или «сын». Повторяю, основа глагола и окончание «сын» или «сын». Ничего сложного. Переходим ко множественному числу. Множественное число, первое лицо «быз», что означает «мы». Здесь, по аналогии, если основа глагола заканчивается на согласную букву, сначала к основе мы присоединяем окончание «а» или «е», потом окончание «ек» и «ек». Еще раз. Если основа глагола заканчивается на согласную букву, мы присоединяем к основе глагола буквы «а» или «е», потом показатели повелительного наклонения «ек» или «ек». Далее «сыс». «Сыс» — это второе лицо, множественное число. «Сыс» переводится как «вы». Итак, как образуется повелительное наклонение для «сыс»? Также, если основа глагола заканчивается на согласную, мы к основе сначала присоединяем окончание «ы» или «э», потом показатели повелительного наклонения «ныздар», «ныздер». Повторяю, «ныздар», «ныздер». Основа глагола, если на согласную, сначала присоединяем «ы» или «э», потом окончание «ныздар» и «ныздер». И, наконец, последнее. «Сыздер».
здесь такая же аналогия, как сендер. Сендер переводится как вы, но это группа лиц, с каждым из которых вы на вы. То есть это несколько уважаемых лиц, с каждым из которых вы обращаетесь уважительно на вы. Сендер переводится в. Итак, сендер. Здесь то же самое. Если основа глагола заканчивается на согласную букву, вы сначала должны присоединить буквы «ы» или а потом показатели повелительного наклонения. Ныздар и ныздер. Повторяю. Ныздар и ныздер. Вот мы с вами зафиксировали все окончания. Давайте я увеличу, чтобы вы посмотрели их. Мен. Если основа заканчивается на согласную, сначала к основе присоединяем а, е, потом окончание янг, янг, сен. Просто основу глагола говорим. Сендер переводится вы, но это в группе лиц, с каждым из которых вы общаетесь неформально на ты. Сначала присоединяем если эта основа заканчивается на согласное. Потом окончание ангдар, ангдер. Ол, олар общая форма образования повелительного уклонения. Сын или сын. Потом без. Присоединяем ае в случае надобности и ек, ек. Сез ныздар, ныздер и сыздер, ныздар, ныздер. Так, друзья, вот хорошо, что я обратил внимание. Здесь я продублировал. Я прошу прощения, это чисто технический момент, механический. Сыз, здесь просто ныз, ныз. А ныздар, ныздер это ксыздер. То есть повторяю, сыз присоединяем просто ныз или ныз, а ныздар, ныздер относится к сыздер. Собственно, давайте рассмотрим это на конкретном одном глаголе. Вот эти все окончания, как это все работает. Я взял глагол тазалау. Тазалау это означает чистить, что-то чистить. Тазалау. Показатель инфинитива буква У. Чтобы образовать основу глагола, мы просто это У выбрасываем и остается основа тазала. Тазала. Вот она, собственно, основа. Тазала. И вот мен, личное местоимение, у него аффиксы повелительного уклонения йн и ен. Итак, вы обратите внимание, тазала заканчивается на гласную, значит е я не присоединяю, потому что основа тазала заканчивается на гласную. И теперь я присоединяю окончание ин. Почему ин? Потому что твердая гласная, ей соответствует твердое ы. Итак, мен тазала ин. Эта фраза означает мне почистить или я почищу. Видите? Мне почистить или я почищу. Мен тазалаин. Я почищу. Или мне почистить. Хорошо, едем дальше. Второе лицо на ты. Почисти, вы приказываете. Почисти. Сен тазала. Как я и говорил, во втором лице единственного числа мы просто говорим основу глагола. Все. То есть, если вы хотите кому-то скомандовать почисти, вы просто скажите тазала. Второе лицо множественное число. Сендер. Вы в группе лиц, с каждым из которых вы на ты. Сендер, тазала основа. И смотрим. Андар, андер. Сендер, тазалан, дар. Это переводится почистите. То есть, если у вас несколько детей, вы можете сказать почистите, тазаландар. Третье лицо. Ол, олар. Так, смотрим. Если ол, олар, то мы к основе глагола присоединяем либо сын, либо сын. Ол, основа глагола, тазала, сын. Ол это он, она, то есть это фразу можно перевести как ол тазала сын. Пусть он почистит, пусть она почистит. Ол тазала, основа глагола, и показатель повелительного наклонения сын. Ол тазала сын, пусть он почистит. Или пусть они почистят. Олар тазала сын. То есть образование повелительного наклонения для третьего лица как единственного, так и множественного единый способ. Олар тазала сын. Пусть они почистят. Хорошо. Множественное число. Без. Так, без окончания. Ек, ек. Без тазала основа глагола. То есть я
А и Е не присоединяем, потому что основа заканчивается тут на гласном. Без тазалайк. Мы почистим. Давайте мы почистим. Без тазалайк. То есть это вы как будто говорите предложение. Без тазалайк. Давайте мы почистим. Не путайте, это не будущее время. Без тазалаймес. Это не будущее время. Это как приказ, повеление, или вы предлагаете свою услугу. Без тазалайк. Давайте мы почистим. Хорошо? Или вот вернемся к этому. Мен тазалайк. Это ни в коем случае не будущее время. Я буду чистить. Это вы как предлагаете услугу. Она мента залаем. Мам, давай я почищу. Видите как? А нам мента залаем. Хорошо. Едем дальше. Сес. Второе лицо, множественное число. Сес тазаланас. Сес тазаланас. Это вы к одному человеку обращаетесь. Тазала основа. Сес тазаланас. Сес тазаланас. Означает вы почистите. Один человек. К нему вы обращаетесь уважительно на вы. И если вы хотите сказать почистите, пожалуйста, вы должны сказать тазаланас. Тазаланас. Вот не тазаланас. Пожалуйста, прошу вас, почистите. Тазаланас. Обращайтесь к одному человеку, с которым вы общаетесь на вы. И, наконец, последнее. Сыздер. Как мы знаем, сыздер переводится на вы. Это обращение к группе лиц, с каждым из которых вы общаетесь уважительно. Сыздер. Тазала основа глагола. И в данном случае мы присоединяем наздар. Тазала наздар. Тазала наздар означает почистите. Вы почистите. То есть это вы обращаетесь уважительно к нескольким лицам. Тазала наздар. Почистите. Надеюсь, друзья, теперь стало еще более понятно эта тема повелительное наклонение. А теперь мы разберем отдельные предложения в рамках практики, чтобы вы увидели, как происходит образование повелительного наклонения с другими глаголами. Итак, классическая наша казахская «щай», «щиек». «Эшу» означает «пить», отбрасываем показатель инфинитива «у», остается основа «эш». Итак, вот смотрите, интересный случай. «Эш» основа заканчивается на согласное. Так, мы попьем чай без. Итак, когда основа глагола заканчивается на согласное, мы сначала к основе присоединяем или «а», или «е». Здесь я присоединил «е», потому что «эш», она имеет в своем составе мягкую гласную «э». Итак, тут понятно, к «эш» я присоединил «е». Теперь я должен присоединить один из этих двух показателей повелительного наклонения. Я здесь присоединил «ек», потому что «щеек». «Е» мягкая гласная, ей соответствует мягкая гласная «э». «Щай-щеек». Это как предложение. Давайте выпьем чаю. Повторяю, ни в коем случае нельзя переводить, что это мы будем пить чай. Нет, это именно предложение. Щай-щей, давайте выпьем чай. То есть, видите, повелительное наклонение, помимо приказа, также выражает значение просьбы, либо побуждения. Давайте, давайте, щай-щеек. Шай-щеек. Шай-щеек. Давайте попьем чай. Эш основа глагола. Е ставочная гласная, потому что основа заканчивается на согласную. И показатель повелительного наклонения ек. Щай, щиек. Давайте выпьем чаю. Дальше. Сызден сураян рухсатпа. Сурау означает спрашивать. У отбросили, показатель основы это сура. То есть основа сура. Сура это спрашивать. Обратите внимание, сызден это дословно переводится, мы проходили, падежи от вас. Сураян. Ян. Сызден сураян. Рухсатпа. Данная фраза означает, вы ее перепишите, она означает можно я у вас спрошу? Данная фраза означает можно я у вас кое-что спрошу? Сызден сураян. То есть я спрошу у вас. И вот эта фраза рухсатпа, прям запомните блоками, означает можно. Классная фраза рухсатпа. В любом случае можете, в любых жизненных ситуациях. Рухсатпа. Можно, разрешите и так далее. Допустим, шахаян. Выйду-ка я. Рухсатпа. Можно? Вот. Или давайте выпьем чай. Можно? Щай-щей. Рухсатпа. Третье предложение. Мен сүретті анама көрсетейін. Мен я. Сурет это рисунок. Винительный падеж мы с вами прошли. Мен сүретті. Я кого что? Я рисунок. Помните винительный падеж? Мен сүретті. Кого что? Вот он показатель винительного падежа. Нені.
Мен сүретті анама. Она это мама, она моя мама, а показатель барлық септік. Дательный падеж. Кому? Маме. Мен, я. Сүретті, кого что? Рисунок. Анама. Своей маме. Корсету. Корсету это показывать. Снова заканчивает на согласную. Я вставляю вставочный «е» и показатель повелительного уклонения «ен». Мен сүретті, я рисунок, анама своей маме, көрсетейін. Давайте я покажу рисунок своей маме. То есть вот эта фраза переводится как мен сүретті, анама көрсетейін. Мен. Покажу-ка я рисунок своей маме. Покажу-ка я рисунок своей маме. Или давайте я покажу рисунок своей маме. Дальше. Онымен әңгімелесейік. Онымен әңгімелесейік. Онымен. Мы с вами проходили падежи. Онымен. Творительный падеж. Онымен. С ним. Онымен. Әңгімелес. Әңгімелесу это разговаривать. То есть впитывайте каждое мое слово. Әңгімелесу это разговаривать. У отбрасываем, а основа у этого глагола разговаривать. Әңгімелес. Әңгімелес. Основа заканчивается на согласном. Это в данном случае поговорим-ка мы с ним. Я после основы вставляю вставочную гласную «е» и показатель повелительного уклонения «ек». Данная фраза как переводится? Давайте мы с ним поговорим. Давайте, вот этот «ек» показывает побуждение, да? Без «мы». Онымен с ним. Әңгімелес это основа глагола әңгімелесу, болтать. И вот әңгімелес заканчивает на согласную, значит я вставляю вот эту «е» и показатель повелительного уклонения «ек». Онымен әңгімелесейік. Почему я поставил «ек»? Потому что речь идет о нас. Давайте мы, без «мы», онымен с ним поговорим. Онымен әңгімелесейік. Давайте мы с ним поговорим. Онымен әңгімелесейік. Давайте мы с ним поговорим. Предпоследний пример. Махан көмектесіңдер. Көмектесу это помогать. Көмектес основа глагола помогать. Көмектес. Это приказ. Вы обращаетесь к нескольким лицам на ты. Ну, допустим, своим друзьям. Друзья, помогите мне. Махан переводится как мне. Көмектес основа заканчивается на согласную «с». Значит, я должен ставить сначала гласную и потом показатель «ндер». Потому что, друзья, я к ним обращаюсь на «ты», к каждому из них, и я говорю, друзья, помогите мне, множественное число. Көмектес основа глагола, вставочная гласная и показатель повелительного наклонения «ндер». Достар, друзья, маған, мне. Көмектесіңдер, помогите. Друзья, помогите мне. Достар, маған, көмектесіңдер. Достар, маған, көмектесіңдер. Друзья, помогите мне. И последнее предложение. Хаттарды жазыңыздар. Данное предложение переводится как «напишите письма». Здесь нетрудно догадаться по окончанию «ныздар», что это множественное число второе лицо, сіздер. То есть здесь мы обращаемся к нескольким лицам уважительно. То есть сіздер, вы, хаттарды. Хат это письмо, хаттар, множественное число, тар это письма. Хаттарды. Винительный падеж вы проходили. Кого что? Кімді, нені. Хаттарды, письма. Жазу это писать. А у отбрасываем показатель инфинитива это жаз. Обратите внимание, жаз заканчивается на согласную, следовательно, я должен сначала вставить букву «ы», «жазы», и потом окончание «ныздар», потому что вы мне помогите. Хаттарды, жаз, основа, «ы», вставочная, и «ныздар», показатель повелительного наклонения. Хаттарды, жазыңыздар. Напишите письма. Хаттарды, жазыңыздар. Напишите письма. Приказ. Ну, друзья, вы увидели, собственно, как все происходит. Это все, что касается повелительного наклонения.
Я надеюсь, вам все было понятно, вам все было интересно. Ждите домашнее задание и обязательно его выполните. Обязательно в порядке нужно задание выполнить и отправить мне на WhatsApp. На сегодня все. Келесі кездескенше. Достар, сау болыңыз. Көріскенше.